Бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова заявила о проблемах на избирательных участках. По ее словам, на некоторых участках в Бишкеке не работали АСУ, предназначенные для референдума, и не работали идентифицирующие аппараты. То урны не работают автоматически, да? Раньше говорили, что это связано с холодом, сегодня говорят, это связано с человеческим фактором, но если это связано с человеческим фактором, пытаются ответственность переложить на избирателей, но избиратель, извините, бюллетень как бюллетень, да, избиратель ничего лишнего не ложит, поэтому это точно, да, чистой воды ложь. А если говорить, что член участковой избирательной комиссии неправильно установили автоматическую считывающую урну, ну тогда вопрос к ЦИКу, что они некачественно, недобросовестно подготовили членов участковой избирательной комиссии, потому что каждые выборы проходят обучение, и на обучение тратятся очень большие деньги, да, тогда зачем так обучать, если член участковой избирательной комиссии не умеет пользоваться АСУ, либо это просто отмазка. По ее данным, на избирательном участке номер 1046 из-за проблем с АСУ перешли даже на стационарное голосование, то есть бюллетени вбрасывались в урну. Наша съемочная группа побывала на том участке и выяснила, что проблема с урнами действительно есть. Вначале шло нормально, но где-то человек 10 прошло, и урна перестала принимать бюллетени. Ну, это мы ожидали, нам тоже говорили, вот поэтому мы подготовили и для референдума, и для президентского выбора стационарные урны. Чтобы избежать накопления людей, чтобы очереди не было, мы вот их пустили, и они бюллетени опускают на стационарные урны. Вот. Ну, это тут ничего такого нет. Мы к концу дня с участием наблюдателя мы вот пересчет сделаем и пропустим все бюллетени через АСУ. Такая же проблема была на УИК номер 1059 в жилмассиве Акурго и в городе Ош. Наблюдателям не разрешали фотографировать и делать видео о сбоях АСУ. На многих участках еще фиксируется нарушение прав наблюдателей, что их, во-первых, не впустили на участок, во-вторых, наблюдателям запрещают фотографировать, делать видео. Это большое нарушение, да, потому что наблюдатели имеют право свободно передвигаться по избирательному участку и делать фото-видеосъемки, так же, как и журналисты, и не нарушать тайны голосования, то есть не снимать урну и кабинку, да, для голосования. Во всех остальных случаях наблюдатель вправе хоть 24 часа в сутки снимать участок. Но, к сожалению, насколько я понимаю, вот, консультируя несколько организаций, которые осуществляют независимый мониторинг хода голосования, многим наблюдателям по всем регионам запрещают фотографировать и делать видеосъемки. Также Абдрахматова остановилась на том, что наблюдатели заставляли подписывать акт о том, что нет на месте нарушений. То есть член участковой избирательной комиссии приносит документы, акт о том, что на 10 утра, на 12 дня, в 2 вечера, да, нету нарушений, подпишите его. Наблюдатели говорят, мы не будем подписывать, им говорят, тогда мы вас удалим с помещения, это нарушение, да, то есть это подстраховка со стороны участковой комиссии, что они работали законно и прозрачно, но наблюдатели не вправе, да, и не обязаны подписывать такие документы. И это, конечно, смущает, получается, как будто идут нарушения и хотят подстраховаться, да, то есть зачем, я не понимаю. По словам же бывшего депутата Джогорку Кенеша Исхака Масалиева, принимая решение об отмене избирательного адреса без внесения альтернативного варианта, парламентарии практически лишили граждан, проживающих не по месту своей регистрации, права реализации своего активного избирательного права. По моему личному мнению, не нужно было совсем отменять форму 2, а найти другую альтернативу. К сожалению, парламентарии не учли это и приняли соответствующие меры. Это не есть хорошо, ведь по сути получается, что многие избиратели лишились права голоса. Такие пробелы нужно исправлять. Ханбибу Каратаева приехала в Бишкек из южной столицы к детям и сетует о том, что ее права были нарушены. Я сегодня не смогла проголосовать из-за отмены формы номер 2. Считаю, что мои права были нарушены. Не знаю, что делать даже. Теперь целый день буду думать об этом. Помимо этого, на некоторых участках наблюдатели стояли слишком близко к автоматическим считывающим устройствам. На наше возмущение в избирательном участке номер 1035 объяснили это тем, что они хотят помочь голосующим. На самом деле наблюдатель должен стоять на расстоянии 2 метра. Напомним, что в Кыргызстане сегодня прошли досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления. Азамат Кенжешев, Кульчурок Азымкулов, Нью ТВ.